Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто о вас постоянно думает, кто о вас мечтает? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим, кто этот человек. Либо люди, да, возможно, это не один человек. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, мои хорошие, как интересно. Отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Вас здесь показывают большой гордой птицей. Вам все по плечу, вы все можете, вы все умеете. Вы абсолютно независимы. Вы и родились такой, и еще и жизнь внесла свои корректировки. Сила, вы мощь. Знаете, для вас нет ничего невозможного. Если вы что-то решили, если вы о чем-то мечтаете, если вы чего-то хотите, то вы идете к этому напролом. И рано или поздно этого добиваетесь. Если посмотреть ваше прошлое, можно, не знаю, книгу написать фантастическую по следам вашего прошлого. Действительно, какие-то невероятные вещи были, вы их добивались, вы их выбивали, вы их получали для себя. Да, нет ничего невозможного для вас. Вы такой человек. Но вот в личной жизни как-то вам не везет. Вам такой прекрасной гордой птице, огромной гордой птице, все время какие-то вот воробушки попадаются. Воробушки, понимаете? Не ваш контингент, не ваш, абсолютно не ваш. Но судьба готовит вам сюрприз. Найдется равная вам птица, даже может быть поболее, чем вы. Знаете, вот такое сильное мужское крыло, под которым вы себя почувствуете прекрасной леди, да, такой маленькой девочкой, которую любят, о которой заботятся. Но это немножечко у вас попозже случится. Вот это ощущение придет, да, чуть-чуть попозже. Давайте разбираться с теми, кто о вас мечтает. Девушки мои хорошие, здесь я вижу несколько мужчин, возможно, все они мечтают о вас одной, либо у одной отыграется один, у другой отыграется другой, третий, четвертый. Понимаете, это общая отсыпка. Так, хочу начать вот с мужчины, который постоянно появляется в вашей жизни. Появляется и уходит, появляется и уходит. Такой, знаете, раздражитель вашей психики. Человек вроде и конкретику никакую не предлагает, либо то, что он предлагает, вам и даром не нужно, и в то же время он вас не отпускает, как будто бы держит, удерживает около себя. Он неплохой человек, но как по жизни заблудился, да, в какой-то момент не туда свернул. Мне почему-то кажется, что его какая-то вредная привычка портит, либо какой-то комплекс. У одних отыграется привычка, например, пьющий, либо азартный, но у других комплексы, да, боится взять на себя ответственность. Человек, который живет, например, одним днем. Вот день прожил, и слава Богу. А этот человек периодически появляется и как будто бы мучает вас. Мучит вот своими этими появлениями, редкими проявлениями, либо каким-то холодным отношением. Вроде появился, но холодный. А зачем ты появился? Либо человек такой ни да, ни нет. Томно на вас постоянно смотрит. Как преследует вас этот человек? Преследует. Вы, кстати, для этого мужчины роковая женщина. У него постоянно к вам настроение меняется. От самой высокой безумной любви до какого-то, не знаю, злобного ощущения к вам. И даже желания как отомстить, либо чем-то вас наказать. Он и правда, то ли он допился уже, да, либо он
слишком сильно закомплексованный и с психическими нарушениями человек. Вы это понимаете, но вы его жалеете. Вы прям подсознательно чувствуете, что без вас он прям совсем пропадет. Прям совсем ему туго придется. И если вы думаете, что вы его любите, на самом деле это не любовь, это больше как жалость похоже, да, жалость, вы его жалеете. И даже какие-то материнские чувства, да, он у вас вызывает. Хочется его защитить, вроде как понимаете, что не такой уж он и плохой, но и в то же время у вас не получается его переделать. Ну, даже просто банально подсказать. Вы ему подсказываете, а он как будто бы глухой, да, не слышит. Либо ушко заложило, причем два сразу. Смотрите, он к вам ходит, потому что он чувствует вашу силу. Он чувствует, что вы очень добрая. И опять же, вы на него еще своей энергетикой производите какое-то впечатление. Давайте так, ну, как бы у нас все видео 18+, скорее всего, ни одна другая женщина настолько сильно не будоражит его фантазию, настолько сильно не возбуждает, так как возбуждаете его вы. Но понятно, что на интиме особо отношения не построишь. Тут и хочется, и колется. Умом он понимает, что такую сильную женщину он не потянет, он не может вам дать всего того, чего вы достойны. А вы такая не будете довольствоваться малым. Да? Вы привыкли от жизни брать то, что вам нужно, да, исполнять свои мечты. Вот я вам об этом уже сказала в начале. Вот он это понимает. И от этого он бесится. Он понимает, что вы лучше, чем он. Он понимает, что вы успешнее, чем он. Он понимает, что вы в жизни всего добьетесь. А он такой вот хилый слабак, да, против вас. Все, что может делать, это только лишь на нервах у вас играть. Он боится вас потерять, он боится вас отпустить. Но и в то же время ему нечего вам предложить. Понимаете? Вот как-то так, две крайности идет. И знаете, он так и будет к вам таскаться, пока рядом с вами сильный мужчина не станет. Вот как сильный мужчина рядом с вами появится, вот этого как ветер сдует. Но он все равно будет продолжать думать о вас, он будет там и любить, и ненавидеть, да, у него там чувства бушуют в одном месте, в сердце, да, не в том, что вы подумали, в сердце. Вот, это будет. Человек мне идет как потерянный, сбившийся, потерявший ориентиры. Я не вижу здесь возможности ему помочь, не вижу на самом деле. И вам не советую морочить себе голову с этим человеком, да, заморачиваться по поводу его жизни и судьбы. И если бы он хотел, вот поверьте, если бы он хотел, он бы уже давно поменялся. Тем более вы могли бы ему помочь, вы предлагали ему свою помощь, он от нее отказался. Ну, значит, он выбирает себе такой путь. Думает о вас, мечтает. Один день он прям боготворит вас, мечтает быть с вами вместе, там, целовать вам ноги, для вас к вашим ногам бросить целый мир, там, звездочку с неба достать. А другой день, там, например, посмотрел ваши социальные сети, либо вы ему как-то что-то сказали, на что-то намекнули, и он прям такой злится на вас, злится, вот я тебе покажу, вот ты у меня еще получишь, да, вот такие мысли, да, негативные эмоции. Ну, какой-то непутевый, странный, но чувства у него к вам есть, чувства есть, и они его переполняют. Реализовать он их, соответственно, не может, потому что он либо социопат, либо он действительно алкоголик. Вот. Избавился бы он от своих комплексов, этих дурных привычек, может быть, что-то бы из этого и вышло. Ну, пока не готов, да, пока не решился на это. Так, еще какой-то женатый мужчина постоянно думает о вас. Но тут все серьезно на самом деле. Он мосты готовит, он их строит. Это не один мост, это несколько мостов. Он строит мосты в вашу сторону. Женщина, его женщина, между ними огонь горит. Но этот огонь страшный огонь, он все выжигает, выпаливает. С женой у него все очень плохо, прям катастрофа. Но здесь есть какое-то условие, либо много условий, которые нужно выполнить для того, чтобы развестись, разойтись. Они друг друга, ну вот как бы, знаете, вот так стирают в порошок, в крошку. Она мстит ему, он мстит ей. То есть у них не получается полюбовно договориться. Хотя могли договориться, уже давно развелись. И смотрите, до встречи еще с вами этот мужчина уже хотел развестись. Уже хотел, уже там любви не было. Но как бы да,
какое-то условие, либо ряд условий, и никак они не могут по ним договориться, чтобы их выполнить и развестись. Но мужчина уже выстраивает мосты в вашу сторону. Не один мост, здесь 3 моста. И видите, вот он сердце свое держит, готов вам отдать. Готов. Не свободный мужчина, не свободный. И я так скажу, мало того, что не свободный, так еще эта женщина, его жена, да, проблем очень много устраивает. Не только ему, и вам может устраивать. Либо когда она вас узнает, и вам много проблем устроит в таком ключе. Ну, и если у вас чувства взаимные, то почему бы и нет? Да? Вы друг друга поддержите, любовь ваша сильная, мосты мужчина умеет строить, вы добьетесь, он и разведется, и с вами будет. А если как чувств еще с вашей стороны, допустим, нет, то здесь на вашем месте я бы подумала, потому что за этого мужчину, да, придется и посражаться, и подраться, и соперник достаточно зубастый, такой, знаете, коварный, зубастый, продуманный, хитрый. И вот этой женщине ее хочется разрушать, ей хочется, чтобы у всех болело. Да, у нее болит, и чтобы у всех болело. В таком ключе она живет. Но мужчина, видите, выстраивает мосты, он будет работать над тем, чтобы вас добиться. Он будет работать над тем, чтобы развестись. То есть и сам хотел развестись, и ради вас он будет ускорять эти все события. Вот. Неплохой мужчина, неплохой. Единственное, что у него там 100% алименты будут, либо ему придется поделиться каким-то имуществом, да, тем, что он имеет, какими-то сбережениями. Вот, так что здесь такая история. Но этот мужчина очень положительно на вас настроен, думает о любви с вами, о счастье, думает о семье с вами, об общем доме, о счастье на двоих. Вообще ему хочется куда-то с вами уехать, переехать, не знаю, вот подальше от проблем, либо просто на отдых съездить. Да, и мечтает, и думает, и мысли очень светлые, очень добрые, пропитанные просто вот нежностью и любовью. Вот не был бы он женат, просто идеальный мужчина. Но поскольку женат, здесь, конечно, все это усложняется. Так, а вас постоянно думает... Вот, кстати, девочки, у кого-то здесь муж есть, муж где-то находится, он не с вами находится, он куда-то уехал. Либо временно уехал, да, ну там пару дней, да, либо уехал надолго, может быть, пару месяцев, а может быть и год вы не виделись. То есть вы живете в одном месте, а муж ваш живет в другом месте. Муж официальный, муж гражданский. Мужчина постоянно, вот смотрите, о воссоединении думает, мечтает о воссоединении. Знаете, как будто бы денечки вот так считает или вычеркивает. Знаете, девочки, я так скажу, ваш муж вас любил. Но любил как-то, знаете, так, сдержанно. Скорее, как должное воспринимал этот момент. Да? Ну вот типа, она меня любит, я ее люблю. И только лишь когда он с вами расстался, и прошло какое-то там время, да, может быть, небольшое время, когда вот он один, да, почувствовал, как это быть одному, когда вас нет, когда вы где-то далеко. Вот тогда-то он все и понял. Он понял, насколько вы для него важны, насколько вы ему нужны, насколько вы украшали его жизнь, насколько вы ему помогали, насколько вы его поддерживали. Знаете, вот вся жизнь перед глазами пролетела, и вот только лишь в разлуке он вас воистину оценил. И в разлуке он понял, насколько сильна его любовь к вам. Насколько важно иметь семью, полноценную семью, жить вместе, что-то вместе делать, друг о друге заботиться. Я вижу, что вы опять будете вместе. И смотрите, вот как говорят, в семье женщина берегиня семьи, семейного очага. А вот эта разлука, которую вы с мужем переживете, она сыграет именно вам на руку, и в вашей семье берегиней будет мужчина. Он будет настолько заботливым, он настолько будет вами дорожить вами, если есть дети и детьми, да, вот именно семьей дорожить. Он все на себя возьмет. И вплоть до того, что даже пылинки будет сдувать со всех. И работать будет, зарабатывать, и домашние дела вести. Ну, классная картинка, очень теплая, она прям в центре. Но это судьба, да, судьба. Может быть, если бы вы не разлучились,
то, может быть, и развелись бы, да, потому что там и конфликты могли быть, и, ну, не сильно он дорожил вами, а вот именно разлука его всему этому научила. Да, мечтает о том дне, когда сможет вас обнять, когда может рассказать о своих чувствах, когда вы будете вместе любить друг друга, наслаждаться жизнью вместе. Да, об этом он мечтает. Хорошие, светлые мечты. Но он прям денечки считает, денечки до вашей встречи. Так, еще одного человечка мне показывают, кто о вас думает, кто мечтает. Но здесь плохая картинка. Здесь женщину показали, которая мечтает и думает о том, чтобы вас больше никогда не видеть, да, либо чтобы что-то с вами случилось и больше никогда о вас не вспоминать. Вы этой женщине чем-то очень сильно насолили, либо мешаете. Ей кажется, что если вас не будет, то для нее прям все дороги откроются. Но она глупая и абсолютно с головой не дружит. Давайте так. Женщина, которая явно пыталась каким-то нехорошим путем от вас избавиться, либо на вас повлиять. Здесь могли быть и всякие магические действия, и также могли быть всякие там наговоры, клевета, сплетни в вашу сторону. Да, вот пыталась, но у нее ничего не получилось. Ну, в принципе, не получится. Еще раз говорю, женщина недалекого ума. Видит вас врага, но вы ей врагом на самом деле не являетесь. То есть таким вот низким интеллектом она сама себе враг. Сама себе враг. И смотрите, еще что вижу. Вижу, что она вот этими своими действиями очень сильно прогневала небеса. Очень сильно. И здесь наказание неотвратимо. То есть нельзя просто так брать и обижать ни в чем не повинных людей. Ну, это неправильно, и за это прилетает. И прилетает достаточно сильно. Вот, женщина. Но вы то ли работаете с ней вместе, либо какие-то рабочие вопросы связывают. Ну, не в любви она вам конкурентка, понимаете? Не в любви. Здесь именно работа, бизнес, вот такие вопросы, дела. Ну, ничего, она еще свою получит, обязательно получит. Так, еще о вас мечтает мужчина, с кем у вас недавно произошло знакомство. Знакомство случайное, ни к чему не обязывающее. Возможно, вы даже и не помните, да, либо особого значения не придали этому знакомству. Может быть, вас кто-то познакомил, либо просто там рандомный мужчина посел к вам в кафе и познакомился. Ну, в общем, неважно. Может быть, это даже как сотрудник какого-то учреждения, где вы были и посещали, может быть, да, общались с человеком. Слушайте, этот человек так вами впечатлился, так сильно вы понравились, но, опять же, у человека есть какие-то ограничения. То ли не свободен, то ли, в принципе, да, не способен. И так может отыграться. И этот человек теперь о вас постоянно вспоминает, думает, мечтает, хочет вас еще раз увидеть. Ну, вот настолько сильно вы понравились. Но не вижу, чтобы вы там особо встретились, либо я не вижу, чтобы вы к нему были расположены, к этому человеку. Он на вас впечатления не произвел. Вы на него да, а он на вас прям совсем нет. Может быть, даже его и не запомнили. Вот. Но он думает, мечтает, и у него такие, знаете, интимные мечты с вами, интимного характера. Ну что ж, впечатлили мужчину, да? Пусть хоть о вас помечтает. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.